Последний дворец – это дворец китайского императора. Китай – это крупная мировая держава с 1,5 миллиарда населением. Каждый пятый житель планеты – китаец. Китайская цивилизация существует уже 5 тысячелетий, и китайская культура оказала огромное влияние на развитие мировой культуры. Из Китая вышли такие предметы, как шелк, фарфор, порох, бумага, лаковые изделия, перегородчатая эмаль, воздушные змеи и многое-многое другое. Дворец китайского императора построен по образу летнего дворца императора XII-XIII века. Это излюбленное место отдыха и времяпровождения китайских императоров. Летний дворец находится в 15 километрах от центра Пекина на берегу озера. Рядом с дворцом разбит императорский сад камней. Нужно сказать, что императорский сад был предназначен не для отдыха императоров, а для того, чтобы наводить их мысли на решение важных государственных задач. В саду стоят беседки, терракотовые воины, фигуры мифических животных, дракона и черепахи. Дракон – одно из самых почитаемых мифических животных в Китае. Это символ страны и символ императорской власти. В отличие от других народов, китайцы считают дракона добрым. Для них он повелитель водной стихии. Черепаха напоминает древний китайский образ мироздания. Древние китайцы верили, что Земля – это огромный плоский квадрат, который укрывает небесный диск. В центре находится благословенная Богом Поднебесная. А на углах, которые выходят за рамки квадрата, живут злые, коварные люди, лишенные милости богов, варвары, различные племена. Правитель Китая – это посланник неба на земле, сын неба. Одним из таких правителей был император Цинь Шихуанди. Это первый правитель, который объединил Китай и в эпоху которого строились великие сооружения. Он был инициатором строительства Великой Китайской стены. Считалось, что Древний Китай огражден от иного мира естественными преградами. На западе это горы, на юге-востоке моря, и только север открыт для многочисленных набегов различных лодкочевников. И было решено здесь загородиться стеной. Правители в Китае стали строить примерно в IV веке до нашей эры. Об этом говорят раскопки археологов, находки в разных местах Китая. Одной из таких находок был дворец императора Цинь Шихуанди. В 1974 году под горой Лишань, рядом с городом Сиань, была обнаружена в гробнице императора Цинь Шихуанди знаменитая терракотовая армия, которая включена в список культурного наследия ЮНЕСКО, и это 8-е чудо света. Дворец китайского императора представляет собой двухуровневый объект. В центре террасы находится парадное здание, по бокам 2 симметрично расположенные беседки, а на нижнем ярусе 2 шестигранные беседки. В интерьере дворца китайского императора представлены китайские свитки на бумаге и ткани, иероглифы с высказываниями известных китайских философов Конфуция и Лао Цзы, а также картины панно с различными пейзажами. Главное в китайской культуре – это символизм. Символизм – одно из кардинальных отличий китайской живописи, китайской росписи, вообще всего искусства, всей культуры от такой привычной нам, европейской. И каждая деталь, каждый штрих, каждый элемент что-то символизирует, что-то означает. Поэтому работу китайских мастеров нужно не просто рассматривать, а читать и понимать. Но для этого, конечно, нужно изучать культуру Китая. Невозможно себе представить Китай без китайских круглых фонарей. Это самое популярное украшение в Китае. И в любой стране мира, в китайском квартале Чайнатаун, такие фонари развешиваются повсюду. В Китае ежегодно проходит очень яркий, веселый праздник фонарей Юаньсяо, для которого жители Китая изготавливают множество фонарей различной формы и различного цвета. Самыми популярными, конечно же, являются красные круглые фонари. Для китайцев это символ богатства, процветания,
счастья, удачи. И нужно сказать, что вообще красный цвет в Китае – это самый любимый цвет, он очень в почете. Китайцы считают, что красный цвет, как и громкий звук, отпугивает злых духов. Беседки строились в основном из дерева, также из бамбука, из камня и из других материалов. Они бывали различной формы: круглые, квадратные, треугольные, шестиугольные, восьмиугольные, в форме цветка, в форме веера. Но какие бы они ни были, у них есть одна отличительная особенность. Это форма крыш. Она как бы немного вздернута вверх. Также общей чертой беседок является отсутствие стен, и крышу поддерживают круглые колонны. Также в залах представлена национальная китайская одежда. Мужские и женские костюмы были приобретены в городе Сиань. Мы с вами совершили экскурсию по комплексу Жибек-Жалы «Шелковый путь», и можно сделать вывод, что Восточный Казахстан – это уникальнейший регион Центральной Азии на границе с Россией, с Монголией, с Китаем, по которому проходила основная трасса Шелкового пути. И возрождение традиций Великого Шелкового пути имеет важное значение не только для Казахстана, но и для всего мира. Спасибо всем за внимание и всего вам доброго.